Видео Антона Кобзича и Коми Мойдычлыч, и в этом видео я хочу рассказать о том, как я выучил коми язык. Да, для меня изначально коми язык не родной, и тем не менее сейчас я им владею, наверное, можно сказать, свободно. Свободно могу говорить, писать, переводить, читать. И когда я рассказываю о том, что я его выучил, что он для меня не родной, люди удивляются, спрашивают, как ты это сделал, как ты его освоил, выучил, и теперь свободно им пользуешься. Я удивляюсь этому вопросу, потому что мне казалось, что в Республике Коми это самый простой язык, который можно освоить. Но если задумываться, действительно оказывается, что и в книжных магазинах книг на иностранных языках больше, чем на коми. И будто бы и курсов почти нет. Наверное, возможностей всяких языковых клубов в Сыктывкаре том же больше, чем коми. А в других городах, думаю, не стоит говорить. Так что я думаю, что это видео было бы полезно для той же самой молодежи, среди которой будто бы растет количество людей, желающих изучить коми язык, в том числе и в России, за границей, в Беларуси, в Литве. Большая проблема изучения коми языка в городе сегодня. Кого не спрошу, у них коми язык был там только в отдельных нескольких классах, буквально пару лет, либо это какой-то кружок раз в неделю. У нас же это был полноценный предмет. Раньше, по крайней мере, сейчас не знаю. А еще в моем классе уже не было ни одного человека, который бы изучал коми язык как родной. Все его изучали как государственный. Хотя были люди, которые коми язык хорошо знали. И вот, несмотря на то, что я уже начал знакомиться с ним с самого раннего возраста, когда я пошел изучать коми язык, я знал буквально, вот как я говорил, 20-30 слов, такие бытовые, как там кань, пань, кукань, и такие детские, типа там гиля-гиля, лог, кеш и так далее. Вот, и тем не менее, у меня небольшой акцент, наверное, я думаю, все же был. Я, например, раньше иногда бывало мог смягчать звуки, которые не надо было смягчать. Обычное изучение коми языка идет у нас до 9 класса, и мы не были исключением. В 10-11 обычно коми язык может быть только у тех, кто изучает его как родной. Чаще туда ставят вместо коми языка коми-литературу. И получается так, что многие до 10 класса даже не знакомы с коми-литературой. Такая проблема у нас есть. Вот. Но, тем не менее, я не знаю ни одного человека, который бы действительно хорошо прям бы владел коми языком после школьного курса. Я думаю, что то же самое с английским языком и с любыми у нас языками. Вот у нас есть такая проблема, конечно. Вот. Разве что там какие-то отдельные фразы могут сказать, чуть-чуть понимают, тоже отдельные фразы, и по ним уже устраивают смысл. Вот. И дальше я, конечно, продолжил изучение коми языка уже по своему желанию. Почему? К тому времени я уже как-то начал задумываться о том, что наша родная коми-культура исчезает, а я, конечно же, всегда себя считал коми. Ясно дело, родился в коми-селе, в коми-семье, казалось бы. А кто я, если не коми? Вот, и к тому времени я об этом задумывался. В основном это, наверное, пошло через любовь к интересу, через интерес к мифологии. Я больше интересовался, наверное, славянской, западной. А тут обратил внимание на нашу родную коми-мифологию. Тоже стал в нее углубляться. Также я еще, наверное, это как-то пошло через коми-мемы. Вот. Человек, который учился со мной в одной школе, он начал вот создавать коми-мемы. Я, надеюсь, тоже подписался на канал. И вот как-то вот тоже смотрел, листал и заинтересовался, наверное, коми-культурой. Вот, и мне хотелось как-то помочь ей развиваться, а это, мне казалось, что это невозможно без знания коми-языка, то есть коми-язык меня ограничивал в этом, наверное. Вот. И я тоже продолжил изучение коми-языка, но я это делал больше через практику, я теорию сам лично почти ее не изучал, пару раз, наверное, я открывал какой-то учебник. Также я изучал немного теорию через видеоуроки финно-угорской лаборатории, но я их очень сильно не смотрел, потому что, ясное дело, основа теории у меня уже была заложена в школе. Я вот помню, что я испугался этих дополнительных звуков, которые образуются при спряжении или склонении слов.
Ну, типа там лог, но лог ты. Я думал, блин, как так? Я же об этом никогда не знал, как я это выучу. А оказалось, что это уже было на подсознании. Также у меня до сих пор есть небольшая проблема, наверное, с суффиксами притяжательными. Я немного иногда путаюсь, где их именно надо использовать, а где не надо. Но чаще это происходит у меня интуитивно, на основе, опять же, практики. Вот, и вообще вот так вот, чисто через практику я, наверное, доучил теорию, потому что нам очень много чего не рассказывали в школе. Вот, и я вот как-то вот читал что-то смотрел, слушал, сам много переводил. Я в основном тоже начал делать мемы, тоже переводить их начал через такую практику. То есть, как бы, коми-язык мне уже, он уже начал вливаться в мою жизнь. И вот именно вот найдя его из сферы, как бы, его использования, где он мне может пригодиться, вот, я как-то вот так начал учить. Вот когда меня спрашивают, как я выучил коми-язык, я вот говорю то, что я просто хотел его выучить. Просто вот я чувствовал, что мне нужен был, я этому, как бы, ну не то чтобы прям уделял время, вот я говорю то, что мне просто нужен был, вот. Ну вот это, наверное, самое основное, вот как изучить коми-язык, это внедрить его в жизнь. В основном моя практика была из создания различного контента на коми-языке. Я делал мемы, я пробовал что-то переводить, создавал контент для каналов своих, в том числе там видео записывал, переводы делал всякие, сам что-то составлял. Конечно же, я все делал со словарем, и вот таким образом я узнавал новые фразы. Они у меня откладывались, конечно же, в голове, потому что я часто их там проговаривал, исправлял какие-то тексты. Вот, таким образом у меня как бы все пробелы по теории были заполнены. И также я познавал новые фразы, которые запоминались. Вот, естественно, я делал иногда ошибки, и проверяли у меня, в основном все переводы проверяли носители коми-языка, либо те, кто его уже давным-давно изучают. И это, наверное, очень важно иметь таких людей. Мне кажется, то, что их можно спокойно найти через соцсети, различных каналов. Активисты, языковые активисты, они, конечно же, не откажут, скорее всего, если у них будет время, они помогут, чем смогут. Вот, и желательно, конечно, иметь нескольких таких людей, потому что если один откажет, то другой обязательно проверит. Очень важно иметь таких людей. Вот, у меня были такие друзья, и постепенно я с ними даже начал разговаривать, то есть у меня уже была такая практика общения на коми-языке вживую, с такими близкими людьми как-то и не боязно, и особенно если недавно с ними познакомился, то, соответственно, нет большого опыта с ними общения на русском языке, и таким образом гораздо проще начать с ними общаться на коми-языке, например, по сравнению с теми же родителями, с которыми ты всю жизнь общался на русском. Вот. И это, наверное, очень ценно. Со временем я могу говорить на коми-языке уже с кем угодно. Я в основном, наверное, мне помогло то, что я записывал всякие видео на коми-языке, записывал, соответственно, звук, свою речь, читал, либо переводы, сделанные кем-то, либо сам потом переводил. Ну, конечно, эти переводы еще проверялись, как я уже говорил. Вот, и, то есть я сам пытался, я записывал несколько дублей, проговаривал фразы, соответственно, заучивал их, и потом уже мог спокойно применять в жизни, потому что я их проговорил, они у меня хорошо отложились в голове. К сожалению, сегодня коми-язык больше живет в селах, чем в городах. Но вот тут такая вот интересная ситуация, что иногда коми-дети переезжают в Сыктывкар, и начинают больше думать по-русски, лучше знать русский, потихонечку у них уходит акцент. Но вот у меня почему-то ситуация обратная, потому что у меня село сильно обрусевшее, у нас на коми-языке говорят только представители старшего поколения. И вот так совпало, то, что когда я жил в Сыктывкаре, я будто бы больше стал говорить на коми-языке. Так что в Сыктывкаре возможно, наверное, я думаю, изучать коми-язык, только, наверное, нужно найти для этого коми-язычных людей, чтобы с ними была какая-то практика.
Вот. Но, конечно, переезд в село — это тоже очень полезный опыт при изучении языка, особенно если село действительно коми. Но вот я опять же говорю, что есть люди, которые учат и в России, и за ее пределами. И также это возможно, хотя и, наверное, и сложно. И там, конечно, будут проблемы некоторые с практикой. Но вот есть люди, которые учат язык за границей. Современные технологии это позволяют уже. То есть, наверное, из основных таких советов, это, наверное, то, что нужно внедрять коми-язык как-то в жизнь. Я это уже несколько раз повторил, но вот мне кажется, это важно. Нужно вот прямо вот, возможно, сесть и подумать конкретно, для чего вы учите коми-язык, чтобы иметь более четкую цель. И теперь из того, как его можно конкретно выучить. Наверное, вот самое базовое, самое основное — это сайт comicup.ru. То есть там это, почти, наверное, дуолинго для коми-языка. То есть там есть даже прямо курс, где можно каждый день по какому-то уроку проходить. И что интересно, то, что следующий урок не откроется, пока не пройдете этот. И, может быть, даже кому-то такая мотивация может, что ли, появиться. Вот. То есть там есть и видеоуроки, и всякие ссылочки на ресурсы, и тексты, и записи, и подборки всяких слов, и озвучка. Вот. Я думаю, что это действительно очень полезный сайт. Альтернатив пока что нет. Потом из курсов, курсы, наверное, коми-языка есть только в Сыктывкаре. Они проходят в Доме дружбы народов для 2 уровней, но, к сожалению, лишь там пару раз в год, по-моему. Вот. И в других городах я не знаю такого. Есть разве что на Авито можно найти репетиторов. Вот. Не знаю, какие там репетиторы, но тем не менее такая возможность вот есть. Из еще таких сайтов можно, наверное, конечно, посоветовать ComiGidget. Есть 2 сайта онлайн Небогаин, где собраны все тексты, как оцифрованные. Действительно богатая библиотека с самыми разными текстами. Вот, и там и фольклор, и романы, и всякие статьи. Вот, потом есть замечательный сайт, как он называется? Просто ComiGidget, где собраны все книги, которые когда-либо выходили, и в том числе там многие есть в PDF-формате, и что тоже, опять же, удобно, если уж внедрять в жизнь, и то можно посмотреть какие-то старые учебники, переводы, которые приходили при советской власти в 20-е, 30-е годы. Вот, потом можно эти же похожие книги найти, книги того же времени найти на сайте Национальной библиотеки, тоже переведенные в PDF-файл, оцифрованные. Вот. Потом можно на Авито найти бумажные книги. Есть еще в Сыктывкаре магазин Ордема, там можно заказывать через ВКонтакте книги тоже. Вот, и что интересно, на Авито можно найти даже старые книги 50-х, 60-х годов. Например, я недавно видел сборник перевода русских писателей Аллы Джорич, что может быть тоже полезно для изучения коми-языка, например, сравнивать переводы на коми-язык и оригинал русский. Вот, есть также двуязычные книги в Ордеме тоже. Вот. Я думаю, что бумажная книга на полочке, она как-то больше внимания привлекает, напоминает о себе, чтобы ее прочитали. Поэтому мне больше нравится бумажные книги читать, будто бы они лучше читаются в итоге, получается. Потому что деньги на это потратил. Вот. То есть основной мой совет — это практика, наверное, больше. Мне вообще-то кажется, что практика для языка полезнее. Будто бы... конечно, основу теории нужно знать. То есть, условно, там что-то смотришь на сайте comicup.ru, может быть, имеешь еще какой-то учебник для себя. И вот больше, наверное, потихонечку начать читать. Хотя, конечно, сразу не получится, для этого нужно иметь какой-то словарный запас. Словари есть тоже, и приложения всякие есть. Очень удобно, и переводчики сейчас появились, и нейросеть есть на таком языке, которая тоже может помочь при изучении языка. То есть нейросеть можно даже использовать в повседневной жизни. Потом есть всякие переводы Telegram, ВКонтакте, Википедия на каком языке, хотя там не так много статей. То есть можно прямо каждый день видеть этот, условно, коми интерфейс и запоминать какие-то слова. Тем более, если известно уже, как им управлять, то какого-то там языкового барьера уже, наверное, не будет. Также можно еще слушать музыку. Эти рифмованные строки быстро запоминаются, наверное. Есть целое телеграм-сообщество с
большинство, наверное, коми песен, в том числе и современные есть, к сожалению, разве что хорошего рэпа не встречал на коми языке, но тем не менее современная музыка есть, и почему бы ее не слушать, стихотворения, словно там тоже читать можно. Ну, то есть мой основной совет это, наверное, внедрить коми-язык именно в жизнь, чтобы каждый день была мотивация им пользоваться, сесть, подумать, для чего он нужен, и вот потихонечку внедрять, читать, что именно вам нужно, условно, там, школьникам, можно какие-нибудь дополнительные предметы, история на коми-языке, там, есть даже старые учебники химия, физика. Единственное, в старых учебниках, может, не такие уже актуальные данные, но кое-что, основа-то все равно та же самая, даже по той же биологии. Вот, студентам там можно какие-нибудь тоже книги почитать, там по психологии есть на коми-языке. Вот, это можно попробовать найти на коми-гижет. Либо же подписывайтесь на мои сообщества, у меня тоже есть сборники всякие. Вот, для детей есть сообщество с коми-книгами. На коми-языке есть YouTube-каналы всякие, в том числе короткие видео. На коми-языке есть фильмы, особенно посмотрите Нину Чадоромцеву. Есть и переведенные на русский, кстати, но, конечно же, лучше на коми. Вот. Ну, то есть на коми-языке есть полно контента, и вот, например, особенно интересно, как японская культура привлекает внимание людей через свои там комиксы, мультфильмы, там китайская, корейская через музыку. На коми-языке тоже есть что смотреть, и люди учат китайский язык или корейский, чтобы понимать их, условно, фильмы. Почему бы не учить коми-язык для того, чтобы понимать коми-фильмы? Но, к сожалению, у нас не сильно такой богатый кинематограф, но тем не менее коми-фильмы тоже есть действительно хорошие. Я об этом рассказывал на другом канале, ссылочка тоже будет, вот, я, если не забуду, добавлю. Вот, про историю коми-кино обязательно посмотрите. Наверное, единственная проблема то, что коми-язычный контент не очень популярен, не очень известен, его может быть труднее находить, чем какие-нибудь на других языках. Вот. Но, тем не менее, он есть, и, наверное, просто нужно чуть-чуть хотя бы углубиться и, к сожалению, потратить время на его поиски. Но если вы нашли этот канал, то, наверное, для вас уже не составит найти другие способы изучения коми-языка. Я понимаю, что просто коми-язык уже потерял свои позиции в сферах применения, в основном сейчас используется только в такой семейно-бытовой, и даже вот у нас в семье уже больше говорят на русском. Тем не менее, конечно же, нужно как-то возвращать свои позиции, и даже статус государственного будто бы не очень сильно помогает и поддерживает языку, и у нас в республике доминирует русский. Но вот, если не использовать его, то он просто вымрет. Поэтому очень ценно его изучать и как-то вот все равно искать, находить его применение хотя бы в своей личной жизни и тем самым показывать пример другим. На коми-языке действительно есть литература, кинематограф, научные работы. В интернете коми-язык тоже существует. Его не так много, но он есть. И этим действительно возможно пользоваться хотя бы по чуть-чуть иногда. Это уже будет очень ценно и тем более поможет при изучении языка. Вот. Наверное, это все. Ну, всем спасибо за просмотр. Величи челядь, юг да юж. Учите коми-язык. Ну, на этом все. Могу посоветовать подписаться на канал, поставить лайки. Выжитайте, адиш лутеч. Японские комиксы, кстати, тоже переводили на коми-язык. И американские тоже переводили на коми-язык. Могу тоже ссылочки оставить. Читайте наши переводы.